Искусство – это способ понять мир и себя в нем. Автор этой вдохновляющей цитаты про искусство не я, а датский философ Киркегор. Это высказывание идеально подходит нашей программе «Культурный код» на телеканале «Осетия и Рыштон». Потому что мы с вами каждый раз вместе ищем новые и новые способы познавать этот мир с помощью искусства. И сегодня не исключение. Меня зовут Алика Стеблянская, и мы начинаем. В 2024 году мир осетинской культуры ожидает значимое событие – выход второго и третьего тома антологии осетинской драматургии. Этот проект, который начал свою историю с первого тома в 2023 году под руководством Аиды Харкеладзе и команды единомышленников, стремится собрать и представить богатое наследие осетинской драматургии, охватывающее период с 1871 по 1958 годы. В этих томах будут представлены более 30 произведений 13 авторов, среди которых такие выдающиеся имена, как Арсен Коцоев и Георгий Малиев. Сегодня в нашей студии мы поговорим о процессе поиска редких произведений, о значении этого издания для современных читателей и театральной общественности, а также о том, как антология помогает сохранить и продвигать осетинскую культуру. Проект стал возможным при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Автор проекта Аида Харкеладзе и кандидат филологических наук, заместитель министра культуры Залина Кусаева поделятся своими впечатлениями о сотрудничестве с талантливыми художниками. Залина Константиновна, Аида Давидовна, здравствуйте. Здравствуйте, Алика. Большое спасибо, что нашли время в своем плотном графике и пришли к нам в нашу уютную студию. Благодарим за приглашение. Я думаю, что вы уже знаете, мы будем говорить об антологии. И я думаю, что нужно дать нашим зрителям возможность погрузиться чуть больше в нее. И поэтому, конечно же, не могу не обойтись без такого вопроса. Почему же, вопрос, наверное, Аиде, почему же, Аида Давидовна, вы занялись этим проектом? Почему именно он? Возможно, он как-то откликнулся в вашем сердце по-особенному. Почему вы решили заняться им? Ну, вы знаете, на самом деле это наиболее часто задаваемый вопрос. Как возникла идея издания? Не могу сказать, она возникла. Возникла, потому что у меня общение такое, у меня много друзей в театральной среде. Это и артисты, и режиссеры, и драматурги. И как-то идея витала в воздухе, можно сказать. Да. И на самом деле ведь раньше ничего такого не издавалось. И цель этого проекта в том, чтобы в одной книге были собраны вершины и достижения осетинской драматургии, с чего начиналось и в какие формы переходила. И как бы на примере разных авторов в разное время, в разной хронологии, в развитии посмотреть. То есть не искать отдельные книги разных авторов, а все это в одной книге. Ну, как-то так. Я знаю то, что первый том уже вышел некоторое время назад. Возможно, вы получили какую-то обратную связь, возможно, уже поработали с ней. Какая она вообще была? Вот об этом тоже хотелось бы услышать. Очень приятная обратная связь. Когда состоялась презентация первого тома и информация о ней вышла в СМИ, то стали поступать звонки от людей, и мы поняли, что издания старые, те, откуда мы берем материалы для антологии, они хранятся не только в фондах музеев, библиотек, но и в личных библиотеках у потомков и друзей драматургов, у их родственников. Люди стали звонить, приносить материалы, рукописи. И, конечно, это колоссальное удовольствие, когда ты встречаешь редких людей сейчас, на самом деле, которые понимают, насколько такие проекты нужны и важны сейчас. То есть это насущный ответ на запрос.
Вот вы уже упомянули про работу, процесс работы, и как будто бы там было что-то очень интересное, потому что действительно ведь искать материалы, работать с архивами, которые не только, как вы уже сказали, в общем доступе, нужно же еще и потрудиться, все это найти. Возможно, были ли какие-то истории интересные, которые вы могли бы рассказать? Процесс издания книги — это всегда поиск, это всегда интересно. Но да, это даты, это иллюстрации, фотоматериалы, тексты. Но антология осетинской драматургии — это нечто совсем иное и интересное. И мы с Фатимой Пагиевой, которая является наставником проекта, одним из составителей антологии, добрались до архивов Музея осетинской литературы. И вот я сегодня в студию принесла, попросила нам одолжить, показать зрителям книги, с которыми нам довелось работать. Автор Каспулат Кусов. Мы его нигде найти не могли. Мы обратились к фамилии Кусовых даже. Мы вот писали везде в газетах и в пабликах, что, пожалуйста, отзовитесь, у кого есть. И вдруг, музей сейчас не работает, они готовятся к открытию после ремонта и готовят экспозицию. Но отозвались они и предоставили нам вот эти редчайшие книги, которые являются памятником литературы уже на самом деле. Они изданы на латинице еще, на старом осетинском языке. И, конечно, возникла трудность с оцифровкой и как бы на привычный читателю кириллический осетинский язык. Вот. Но нашлись люди, которые помогли нам с этим. И помимо того, что на латинице, там еще и словообразование на старом осетинском языке. Вот, например, слово «лапу» здесь пишется «лабпу», а сейчас пишется 2«п». Да, то есть это нужно было сделать, адаптировать да, для читателя. И нашлись редактора, я им очень благодарна. Вот. А вот, кстати, про команду, которая вам помогала, единомышленников, можно так сказать. Вот тоже очень интересно было бы послушать, потому что действительно работа была проделана огромная. И вот кто вам в этом помогал? Команда из интересных людей подобралась, должна сказать. Вообще, когда антология задумывалась, я не предполагала привлекать художников для рисовать портреты. Но в ходе поиска фотоматериалов я поняла, что фотографии драматургов, они очень, уже старые, плохого качества, все разные. И как-то вот не ложилось это все в тот замысел, который был. И я обратилась к народному художнику Республики Северная Осетия Сергею Савлаеву. Он с легкостью отозвался. Он в очень короткие сроки нарисовал эти портреты. Причем он это сделал, понимаете, вот эта легкость, она сквозила, вот как нестеровские тона такие. И все. И вот сложилось идеально все просто. Вот Залина Константиновна отозвалась тоже. Она, когда пришла на презентацию первого тома, то я услышала от нее, что, оказывается, осетинская драматургия — это тема ее научной работы, а дипломная работа — это Коста Дуня. То есть специалист. Вот. И я попросила ее примкнуть к нашей команде. Она написала вступительную статью ко второму тому, который вот сейчас выйдет сразу 2 тома, 2-й и 3-й том. Вот. И видите, какая команда, да, интересная. История вашего появления в команде Аиды Давидовны — это, конечно, невероятные совпадения. Вот часто ли у вас такое в жизни бывает, что вот сама судьба как будто бы сводит с людьми? Наверное, в жизни все так и случается, но прежде всего хотелось бы признать, что не у каждого народа в истории словесного искусства
имеется вот подобное издание. Нам все больше были известны антологии драматургии западноевропейских стран и части вот, народов России. Но чтобы вот такого вот свода, да, касательно антологии касательно произведений драматургии одного народа, пожалуй, и еще в 5 томах, это явление нечастое. Вообще вот само понятие антология, да, и формат антологии, он весьма значим и уникален. Прежде всего потому, что он является собой свод вот этих произведений, художественных произведений различных авторов, в различных жанрах. Да? Мы только соблюдаем здесь род, драму. Да? И вот вы знаете, наверное, следует отметить тот факт, что концепция данной работы, она настолько логически вот построена, что каждый том, как и положено, собственно, да, в работе подобного формата, посвящен какому-то определенному историческому периоду, потому что как литературу, да, так и все произведения искусства мы не можем рассматривать без контекста времени. Да? И вот как Аида сказала, да, вот мне хотелось бы выразить искреннюю признательность, да, за то, что у Аиды появилась эта идея, потому что сама антология, она будет способствовать не только осведомленности вот широкого круга читателей, а посредством вот этих вот собранных произведений расширятся границы пространства для деятелей театрального искусства. И мы, конечно же, верим в то, что значительно будет пополнен репертуар как профессиональных театров, так и любительских театров. И как раз-таки вот формат антологии, он будет способствовать тому, чтобы вот молодые деятели театрального искусства вот эскизно пробовали себя, свои творческие коллективы, именно привлекая малоизвестные произведения. Ведь действительно Аида говорила, что здесь, по сути, собрано все самое ценное. Но ведь вопрос в том, что в этих изданиях опубликованы как известные пьесы, да, которые получили такое достаточно широкое распространение, а также такую вот успешную театральную жизнь. Ведь есть у нас пьесы, которые с успехом ставились не только в Осетии, а за пределами. И вот, например, пьеса «Женихи», она была поставлена на сцене Московского государственного театра сатиры. И да, она вот значится в их информационных вот этих вот всех материалах, да, и вызвала достаточно такой вот значительный интерес. К большому сожалению, есть произведения, которые мы не смогли найти. И, по-видимому, они утрачены навсегда. Но что делать? Мы сейчас сохраняем то, что есть. Хотя бы так. Это на самом деле серьезная и ответственная миссия, но 2-й и 3-й том работа уже окончена. Возможно, есть какие-то идеи, во что воплотить свой творческий потенциал? Может быть, новая какая-нибудь миссия, что ожидать нам? Или пока нет задумок? Нет, почему? Издательство активно работает и над другими проектами, кроме антологии. Вот буквально на днях к юбилею Коста Ахитагурова у нас вышли детские книги «Коста детям» и «Птичка и дети». Одна из них на осетинском, другая на 2 языках, на осетинском и на русском. Запрос был от библиотекарей, в частности, сотрудники библиотеки, детской библиотеки имени Деби Мамсурова. Они обратились с тем, что фонды ветшают, работать не с чем, а оказывается очень востребовано. Даже с развитием туризма в республике туристы приходят, просят, мы хотим детям показать, познакомить с осетинской детской литературой. Военнослужащие тоже очень многие хотят своих детей развивать в этом направлении. Ну и стали думать, как же это сделать.
хотелось как-то издания актуализировать, потому что многие из них издавались в начале прошлого века и не переиздавались. Соответственно, иллюстрации, там, конечно, потрясающие иллюстрации, но они морально устарели, потому что современные дети, они по-другому воспринимают иллюстративный Даже материал. образы совершенно другие Да. для них более ценные. Вот. И я сделала конкурс среди молодых художников, выпускников художественного училища имени Азанбека Джанаева. Не только выпускников, и студентов, но многие из них учатся. Вот. И на основе конкурса компетентное жюри сделало отбор. И прошли 3 кандидата, которые дальше стали участниками этого проекта. Вот, допустим, Алла Цумаева, она проиллюстрировала детские совсем вот для малышей книжки, о которых я выше сказала. А Гунда Цупоева сделала комиксы. Комиксы Совсем новое созданы. Да, прочтение, это как новый будто бы. жанр, да. Он не совсем для нас Привычен, привычен, скажем так. да. Но настояли, молодежь настояла на нем. Давайте делать комиксы. Ну, я дала им полный карт-бланш. Она сама сделала раскадровку, сценарий, полностью все сама, потому что у меня до сих пор не было опыта издания комиксов. И было, конечно, интересно за ней наблюдать. Комиксы изданы по мотивам рассказа Тотырбека Джатиева «Детство Коста». Вот. И я люблю говорить о том, что почему Агунда решила, что Коста должен так выглядеть. Ведь у нас нет никаких свидетельств того, каким он был в детстве. Нет ни фотографий, ни портретов. Есть небольшие описания, Да. они содержатся в архивах, это его современники, когда уже стали более зрелыми, они в своих воспоминаниях, кстати, о Коста говорили. Это действительно здорово, то, что есть такие увлеченные своим делом люди. Спасибо вам большое за ваш труд. И мы уже выяснили, что и для молодого поколения очень актуально будет ознакомиться с тем, что вы делаете и воплощаете самые смелые идеи того, что еще не делали у нас в республике, мне кажется. И пусть таких проектов будет только больше. Спасибо вам большое. И вам спасибо за приглашение. Я бы хотела еще отметить для молодого поколения, что кроме печатного формата антология выходит в 3 цифровых форматах. Она будет выложена на сайте издательства, и молодежь привычной на гаджетах, да, сейчас любят читать. Книги сейчас таскать Электронные. никто не хочет, да, электронные А книги. вот по поводу планов я бы хотела актуализировать все-таки внимание таких вот талантливых издателей к детской адаптированной форме все-таки осетинской нартиады. И если нам в ближайшее время, вот помимо того, вот, чем мы располагаем, удастся все-таки сделать какую-то логическую редакцию текстов, то я думаю, в будущем можно будет поработать еще и над детским вариантом осетинской нартиады. Ну, а мы будем всегда рады ждать вас у нас в гостях, чтобы поговорить о новых работах. Спасибо вам большое. Спасибо за И приглашение. вам спасибо. Ансамбль «Маленький джигит» – это один из символов республики, национальное достояние. Его любят не только в родном Владикавказе, но и в других городах по всему миру. Первое зарубежное турне коллектива было в 1972 году в Болгарии. Затем были Франция, Китай, Швейцария. Коллектив повсюду встречали бурные овации и восторженные отзывы зрителей. «Маленький джигит» не раз становился лауреатом многих престижных конкурсов и продолжает покорять вершины танцевального Олимпа. Этот год для ансамбля юбилейный. Осенью коллективу исполняется 85 лет. В честь этого особенный концерт. А вот как это было, узнавала моя коллега.
Кажется, будто девочки буквально плывут по сцене. Их грация перекликается со сдержанными и благородными движениями партнеров. Увидев это однажды, Хэтак Плиев раз и навсегда влюбился в ансамбль «Маленький Джигит». В 5 лет мальчик пришел на свою первую репетицию. Еще тогда он хорошо запомнил 2 вещи – методы преподавания и отношение к юным артистам. И вот уже 12 лет Хэтак занимается в коллективе. Я не представляю жизнь без танца. «Маленький Джигит» за долгие годы уже стал не просто коллективом для меня, а как-то частью моей жизни. Эти руководители, все те, кто со мной танцует, уже не просто друзья и знакомые, а как своя отдельная семья. Возникла эта семья 85 лет назад, в далеком 1939-м. 15 ноября того же года Совет народных комиссаров Северо-Осетинской АССР принял постановление об организации детского ансамбля песни и пляски в составе 120 человек. Тогда участниками коллектива стали дети от 8 до 18 лет. Хорошие знакомые, которые были тогда танцевали в этом ансамбле до войны. Алексей Михайлович Бучукури был такой грузин. И он мне рассказывал, что ансамбль был многонациональный. Все кавказские народности там участвовали. В период войны ансамбль, конечно, не работал. Ну, а после, когда война закончилась, то продолжили свою работу. Был такой композитор Колесников. Он возглавил этот коллектив, работал и с хором, писал песни. Рассвет ансамбля пришел на 1960 год, когда в Москве проходила декада осетинского искусства и литературы. К подготовке концертной программы привлекали лучших хореографов и балетмейстеров со всей страны. Кстати, на тот момент Таймураз Дзамбулатович, который сейчас является художественным руководителем, был в его составе. Готовились 58-й, 59-й, 60-й. Нам создавали все условия. Вот в 59 году специально нас повезли в пионерский лагерь, там построили сцену, и мы занимались в день 7 часов. И с нами занимался главный балетмейстер Тбилисского дворца пионеров Рубен Антинузович Чохонович. Прекраснейший человек. От него мы очень много научились. Детский танцевальный ансамбль Республиканского дворца пионеров с триумфом выступил на декаде, поразив московского зрителя хореографией, полной чувств, грации и экспрессии. С таким же успехом коллектив выступил в 1961 в Москве на Всероссийском форуме молодежи. В том же году Таймуразу Дзамбулатовичу от директора Дворца пионеров поступило предложение стать руководителем ансамбля. Из Грузии, который был балетмейстер Чохонолидзе, он директору предложил. А я был уже в старшей группе, у меня был паспорт, все. И он им говорит, вот вам руководитель, он всю программу эту знает. И тогда вот в 1961 году меня назначили руководителем, но я сперва взял младшую группу. Годы шли, ансамбль рос, приобретая статус и славу по всей стране. Появились и первые гастроли за рубежом. С особым трепетом Таймураз Дзамбулатович вспоминает первую поездку ансамбля за границу. 20 юных осетинских мальчиков и девочек впервые оказались в Болгарии. Это было в 1972 году. Это была первая детская делегация. Мы же дружили с Болгарией, с Кырджалийским округом. И мы подготовили концертную программу. Честно говоря, я был очень много раз за рубежом, но вот эта поездка все время у меня в памяти, как они нас встретили. В 1974 году коллектив вновь с триумфом принял участие в декаде осетинского искусства и литературы в Москве. Перед ним выступал вокально-инструментальный ансамбль Дворца пионеров «Маленький Джигит» с одноименной песней, написанной Христофором Плиевым. Когда вслед за певцами вышли юные танцоры, зрители решили, что это и есть «Маленький Джигит». Так за коллективом закрепилось название, которое он с гордостью носит и по сей день.
период перестройки, как и все творческие коллективы, маленький джигит проживал не самые лучшие времена. Но уже в начале 2000-х ансамбль вновь начал активно выезжать с гастролями за границу. Были Италия, Франция, Швейцария, Китай. Но больше всего запомнился Лондон в 2005 году. И вдруг телефонный звонок. Вы руководитель ансамбля? Я говорю, да. А вы знаете, что сегодня вечером в 7 часов в самом большом ресторане Лондона вы даете концерт? Там, говорит, будет справлять Новый год Лужков и мэр города Лондона. Мы дали получасовой концерт, но там шикарный такой ресторан, огромнейший. На второй день мы дали концерт на Трафальгарской площади, где было более 70 тысяч зрителей. Сегодня маленький джигит – это семейный ансамбль. Вместе с Таймуразом Дзамбулатовичем репетиции проводит его дочь Алина, а сын Алан нередко участвует в подготовке юных танцоров. Вот ты идешь так, ты идешь медленно, такой деловой, а потом стартуешь, а им что делать? Еще раз, вперед. Маленький джигит – это история длиной в 85 лет, примерно 270 юных танцоров, около 15 народных танцев, большая часть из которых осетинские. Ансамбль на протяжении всего своего существования придерживается философии – учить детей культуре, традициям и обычаям осетин через призму танцев, выстраивать с воспитанниками теплые и доверительные отношения. Именно поэтому маленькие джигиты считают свой коллектив семьей. В моей жизни маленький джигит имеет очень большое значение. Я люблю этот ансамбль, я очень люблю руководителей наших, преподавателей. Я очень люблю девочек, которые со мной ходят, и мальчиков, которые со мной ходят. У нас очень дружный, сплоченный коллектив, все друг друга поддерживают, помогают, и это ценно, правда. Маленький джигит для меня значит очень многое. Ходить на репетиции я очень люблю. Мне очень нравится танцевать в этом ансамбле. Танцы тоже все нравятся, но в основном люблю очень фольклорный танец наш. Дети Осетии тоже я люблю. Ну, все танцы я люблю. Самая главная особенность маленького джигита является в том, что в этом ансамбле нам не просто показывают, как надо танцевать, нам показывают культуру как и нашего народа, так и культуру тех народов, чьи танцы мы исполняем. И я считаю, что это имеет огромное значение в развитии детей нашей республики. Элина Кисаева, Александр Левченко, Марьяна Тигиева специально для программы «Культурный код». Импрессионизм – это направление в живописи, которое появилось во второй половине XIX века во Франции. Художники-импрессионисты, среди которых были Клод Моне, Эдуард Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, стремились передать впечатление от увиденного. Рассказываю сегодня интересные факты об импрессионизме. Началом импрессионизма считают картину Клода Моне «Впечатление. Восход солнца». Художник написал ее с натуры в аванпорте Гавра. Он проснулся рано утром, чтобы поймать мгновение, так как освещение постоянно менялось. У него было 10 минут, чтобы успеть изобразить увиденное. Изначально слово «импрессионист» было оскорбительным. Впервые его употребил журналист Луи Леруа в статье о выставке «Салон отверженных». Он назвал художников «впечатлистами», то есть импрессионистами. Журналист даже выдумал историю, что люди, которые пришли на выставку, сошли с ума из-за картины «Впечатление. Восход солнца» Клода Моне. Живописцы увидели эту статью и решили называть себя импрессионистами в знак протеста. Коллекционер Поль Дюран-Рюэль потратил 20 лет, чтобы сделать импрессионизм успешным, и 5 раз становился банкротом. Он поверил в талант французских импрессионистов и вложился в стартап. Коллекционер продвигал их долгое время, и, наконец, выставка в Америке привела к успешным продажам. Эдгар Дега написал более 1500 картин с балеринами. Это была его любимая тема. Художник был частым гостем на сцене Парижской оперы. Он вдохновлялся темой балета и искал натурщиц для будущих работ. Живописцу понадобилось 20 лет и 20 годовых абонементов в Парижскую оперу, чтобы получить разрешение от директора поработать за кулисами.
Для творчества импрессионистов было характерно изображать один и тот же мотив, но в разное время года и суток. Так Клод Моне написал серию картин «Руанский собор» с разным освещением и атмосферой. Всего у него получилось 20-40 картин и набросков Руанского собора. Клод Моне был не только импрессионистом, но и карикатуристом. В 15 лет он уже получил известность. Художнику нужны были деньги, а родители были скупы. Моне сказал, что если бы продолжил заниматься карикатурами, то стал бы миллионером. Агюст Ренуар продолжал создавать картины, несмотря на заболевания. Когда он сломал правую руку, то начал писать левой. В старости художник болел артритом, поэтому писал полотна, привязывая кисточку к рукаву. Когда Матисс спросил у импрессионистов, почему тот не хочет оставить живопись, Ренуар ответил: «Боль проходит, а красота остается». Многие путают художников Моне и Моне, и действительно их фамилии схожи, и жили они в одно и то же время, во второй половине XIX века. Однако живописцы применяли разную технику, а также изображали разные предметы. Эдуард Моне предпочитал портреты и жанровые сцены, а вот Клод Моне – пейзажи. Ну вот и все, время пролетело быстро и пора прощаться. Напоминаю, вы смотрели программу «Культурный код» на телеканале «Сети Рыштон». С вами была Лика Стеблянская. До встречи через 2 недели. Обещаю вернуться с новыми классными мероприятиями. Пока-пока.